Радио «Зотлык» нашло массовое захоронение выходцев из Центральной Азии, бойцов ЧВК «Вагнер». 6 граждан Таджикистана задержали в Казахстане с поддельными справками о временном пребывании. В Таджикистане возбудили уголовное дело против журналиста Рустама Джони. Польша поставила в Украину первые танки «Леопард-2». У Российской Федерации за год войны потери выше, чем в Афганистане. Журналисту узбекского бюро «Радио Свобода» Азатлык нашли на подмосковном кладбище массовое захоронение бойцов частной военной компании «Вагнер», которые участвовали в войне на стороне России. По утверждению журналиста, все погибшие были завербованы для участия в войне из российских колоний, в которых отбывали наказание. Среди похороненных журналисты нашли выходцев из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На могилах, появившихся на кладбище в селе Маврино Щелковского района Московской области, реют флажки и ленточки с эмблемой ЧВК «Вагнер». Во всех этих могилах похоронены мужчины. На каждой могиле установлена нагробная табличка с указанием фамилии, имени и отчества погибшего наемника. Как следует из данных, на этих табличках мужчины погибли в период с октября 2022 года по январь 2023 года, сообщили журналисты. Напомним, что власти Таджикистана не обнародуют статистику заключенных таджикских граждан в России. По прошествии года с начала войны между Россией и Украиной в СМИ появляется сообщение об участии в этом конфликте десятки граждан Таджикистана, имеющих также российское гражданство. 6 граждан Таджикистана задержаны с поддельными справками о разрешении на временное пребывание на территории Казахстана. Об этом передает tenggruz.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ. 22 февраля 2023 года в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска Шарбакты Павлодарской области задержаны 6 граждан Республики Таджикистан. В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории Казахстана и паспорта с поддельными оттисками штампов пограничной службы о пересечении границы, говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении данных граждан проводится разбирательство. В Таджикистане возбуждено уголовное дело в отношении живущего в Праге журналиста Рустама Джони. Власти обвиняют его в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и наемничестве. Об этом сообщила радио «Зоди» сам Рустам Джони. Рустам Джони уверен, что дело на него заведено из-за критики действий таджикских властей. В МВД района Сино города Душанбе от комментариев на эту тему отказались. Пресс-центр МВД Таджикистана 24 февраля на письменный запрос радио «Зоди» ответил, что информация о возбуждении уголовного дела против журналиста Рустама Джони не нашла свое подтверждение. Рустам Джони, бывший гендиректор радио «Имрус» и главный редактор газеты «Имрус Ньюс», в настоящее время живет в Праге. В прошлом он несколько лет работал в радио «Зоди». Польша поставила первые танки «Леопард-2» из 14 обещанных. Об этом заявил в пятницу 24 февраля на открытии Совета национальной безопасности вице-премьер-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Премьер-министр Матеуш Моравецкий не смог здесь присутствовать. В свою очередь уточнил президент Анджей Дуда, добавив, что глава Кабмина официально объявит о прибытии бронетехники в Киеве. Речь идет о первой партии, поставленной в Украину, подчеркнул Дуда. Сколько танков в нее вошло, он не уточнил. По словам Блащака, украинские военные будут проходить обучение под руководством польских, канадских и норвежских инструкторов в Свинтышуве на западе Польши. Между тем, премьер-министр Польши Моравецкий уже прибыл в Киев с неанонсированным заранее визитом, сообщили в канцелярии главы Кабмина. За год войны в Украине появились достоверные свидетельства гибели 15 136 российских военных. Такие данные в пятницу, 24 февраля, приводят, опираясь на открытые источники, ведущие совместные подсчеты издания «Медиазона», британская медиакомпания BBC и команда волонтеров. Это число превысило признанные официально советские потери в Афганистане за 9 лет войны. Тогда было 15 051 человек, отмечают журналисты.
Продолжают поступать данные о больших потерях среди заключенных, завербованных частной военной компанией «Вагнер», указывают эксперты. Показатели практически удваиваются вторую сводку подряд – 792 недели назад до 1310. Рост связан не только с боевыми действиями, но и с дополнительной проверкой, проведенной составителями статистики. Подтверждена гибель минимум 1214 мобилизованных. Больше всего уведомлений о смерти солдат приходят в Свердловскую и Челябинские области, Башкирию, Бурятию и Дагестан. Журналисты составляют поименный список погибших, базируясь на записи родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Однако реальные цифры, вероятно, значительно выше.